Итак, ассаламу алейкум, дорогие друзья, доброго времени суток всем людям, доброй воли, читателям и подписчикам нашего канала. Мы, как обещали в последнем нашем интервью с Алиханом Тимаевым, сделать некий завершающий итоговый эфир, беседу для того, чтобы подвести некую черту. И вот после того, как состоялось последнее судебное заседание, и случился ряд очень таких важных и симптоматических обстоятельств, мы вот решили записать с ним эту беседу, благо что есть о чем поговорить, и, к сожалению, еще раз стоит с неким сожалением подчеркнуть, что люди, которые должны были вести себя определенным образом достойно и согласно своей профессиональной деятельности, согласно своему профессиональному кодексу чести, повели в этом деле себя крайне непристойно, я бы даже сказал, преступно. Алихан, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи, Руслан. Добро пожаловать всем братьям, сестрам. Да, скажи, пожалуйста, вот чем завершилось дело, там, я знаю, говорил, должно было быть последнее заседание, чем завершилось, соответственно, и к чему мы сейчас пришли. Да, Руслан, сегодня наш разговор больше акцентирован на то, что было вчера еще 5 публикаций, хотя судом было запрещено делать эти публикации, тем не менее местные британские СМИ, это The Telegraph, Daily Mail и BBC, они напечатали это, а потом все русскоязычные, более такие нацистские, исламофобские, такие все блогеры, все каналы российские растащили и нарисовали просто страшные вещи опять. Ну, мы уже это проходили, как бы опять второй раз, даже нарушая санкции судьи о запрете публиковать подобное, тем не менее они опубликовали и сделали, что хотели. А теперь, Руслан, я хочу начать разговор с того, чтобы мы немного вернулись, о ком вообще идет речь, о ком мы вообще сейчас разговариваем. Речь идет не обо мне, не о моих заслугах, незаслугах, грехах, целях и тому подобное. Мы каждый раз с тобой обсуждаем мою дочь, которую судили, у которой сейчас суд закончился. Хорошо. Теперь на момент, если мы говорим о ней, на момент, когда ей были предъявлены какие-то обвинения, когда первый раз ее задержали, ей было 16 лет. И единственный пункт из 5 пунктов, который мы проиграли, в чем ее признали виновным, лишь в том, что в ее телефоне был видеоролик, который скачался на ее телефон, когда ей было 16 лет. И после 8 месяцев, когда уже ей было 17 лет, когда она ехала в Турцию, когда в аэропорту остановили, они проверили телефон, и единственный случай за эти 8 месяцев, когда это видео было включено, открыто просмотрено. Никуда, ни одной рассылки этого телефона, куда бы то ни было отправлена, она никогда не была. И вся вина дочери состоит в том, что когда ей было 16 лет ребенок, автоматом мы экспертизой доказали сохранившееся видео в ее телефоне, она носила его 8 месяцев и ни разу не поинтересовалась, не открыла, не отправила, не воспользовалась этим роликом, поскольку и поэтому ни она, ни мы до сих пор даже не знаем состав этого ролика, мы его не видели. Чтобы вы понимали, мы сами его даже не видели. У нас есть только то, что они говорят. Алихан, тут надо подчеркнуть, что этот видеоролик был в канале просто, на который она была подписана. То есть вот здесь это важно просто, что это не она производила, ей никто не закачался на ее телефон, Руслан, он уже был у нее в телефоне. Ну да, понятно, если ты подписан на канал какой-то, ты заходишь, и у тебя может стоять автоматическая загрузка в телефоне, а может стоять не загрузка. Да.
Да, И вот пожалуйста, дальше. единственное обвинение, которое сегодня вот и было 5 пунктов, и про книгу, то, что мы говорили постоянно, которые Мгм. все сейчас, которые говорят по этой книге, Раджамиля сама себе распечатала 70 каких-то джихадистских книг, и по этим джихадистским книгами учила, подготавливала джихадистских групп, учила их, как быть мужчинами, как надо быть, как чеченские мужчины, это то, что пишется на... Это просто вот где-то извращение уже, какой-то садизм, я не знаю, мысли этих людей, что это за существа. А, вот именно по этой книге, по всем остальным пунктам, все 12 присяжных единогласно приняли решение, изучив 2 месяца эту книгу в суде, что нету ни одного призыва ни в чем эту книгу, и благодаря этой Жамиле эта книга сегодня в Великобритании легализовалась. Там нету ни одного призыва ни к какому насилию, ничего. И все, и все пункты, все, что связано с терроризмом, распространением, все обвинения против ее, которые были озвучены, все они единогласным решением 12 присяжных были оправданы. За ней единственный грех, опять возвращаюсь, то, что остался, это видеоролик, который 16 лет, когда ей было, который сохранился у нее в телефоне. Вот все, что сегодня юридически ей меняется, это вот это видео. И когда вот этот телеграф даже написал, что 7 марта ее должны посадить в тюрьму. Теперь, получается, СМИ диктуют судью, кого нужно сажать или что вообще делать. Это, ну, Великобритания, это, я не знаю, нонсенс. У нас есть на руках требования судьи, чтобы подобных новостей о ней просто не было. Это был даже под запретом. Это просто сумасшедший дом какой-то. Вот. А теперь мы о ком говорим вообще? Кто она тогда на 16 лет? Кем была Жамиля? Чем она занималась? Что она делала? В 2 словах попытаюсь, Руслан. Именно 16 лет, когда я был, она еще, по-моему, не закончилась и училась в колледже. В колледже по направлению политика и журналистика. И как постоянная исследуемая тема у моей дочери была, изучала политику с узким направлением восстановления и помощь постконфликтных стран. Это работы, это тема, по которым она сделала даже работы, даже Мгм. как психологически передаются посттравматические травмы, такие, как они передаются даже в генах, есть свое у нее видение, заключение по этой теме. Это была ее как бы профессиональная изначально ее деятельность. То, что и везде напечатано, что 5000 видеороликов с призывами к насилию нашли у нее в телефоне. 5000. Телеграф, BBC все написали, что у нее нашли 5000 видео на одном телефоне. Вообще 5000 упоминаний этих 5000 это с нашей стороны как защита. Огласили количество видеороликов, которые нашли на ее телефоне, это наша инициатива, наш козырь был. Поскольку из этих 5000 видео, только по одному видео они могли предъявить, попытаться что-то предъявить ей, Руслан. Из этих 5000 видео только одно видео, которое было сохраненное в такой-то группе, только телефоне. Только одно видео. А пишется везде 5000 видео с призывами к насилию, к убийствам против евреев, там, палестинцев, не знаю, там, африканцев и тому подобное. Просто безумие. Вот. Этот ребенок учился по этой профессии, как профессиональная деятельность, занималась этой темой. И если сейчас даже есть возможность, вот, примерно одну именно по Чеченской республике библиотека, которая у нее дома была, эти книги были даны, большинство из них от одного сингха,
из Индии, который изучает как бы борьбу чеченского народа за свободу и на этом делает свою теорию, как они должны добиться своей свободы от Индии. Это он собрал большинство этих книг. Это просто у нас хранили. Это то, чему училась, чем занимался этот ребенок, когда я был 16 лет. Потом в мечети, вот опять вернусь, подметить вот этот момент. Если бы они захотели бы что-то предъявить по той книге, которую она использовала в мечети, это была главная улика, по которой типа учила, призывала к терроризму и тому подобное. Понимаешь? Если бы по ней ее судить, тогда нужно было бы первым, на суде должен был бы присутствовать имам этой мечети, потом несколько человек администрации этой мечети, а потом все 6 преподавателей, и последнюю очередь, как несовершеннолетний ребенок и волонтер, последнюю очередь только Жамиля могла бы как бы судить по этой книге. Поэтому это все было воздух, это изначально было понятно воздух, что это воздух. Вот так. И в этой, и то, что даже потом сейчас новости, когда такой абзац хочу прочитать, то, что именно в Великобритании как было опубликовано, поэтому у нас появится немного вот это понимание в разнице, кем она была, что она делала и в чем ее в реальности обвинили на весь этот мир. Опять, это и на Украине сейчас массово, украинский, я не знаю, скорее всего, по национальности, как бы, евреи, не знаю, массово на украинском языке начали, вообще там по полной программе террористку, джихадистку, там много чего, оскорбляют, унижают. Вот я сейчас еще раз фотку одну тебе, Руслан, присылал с канала атеистов в Великобритании, которые выставили ее фотографию еще с одним шейхом и издеваются, оскорбляют их честь, нечесть и тому подобное. И в этой мечети, вот то, что они даже пишут, что она была как главным имамом, главным преподавателем этой мечети, это на срок, когда ей было 17 лет, и когда она была волонтером в этой мечети, Руслан. Еще раз повторюсь, профессиональная деятельность, кроме религии, на что она тратила свое время, это изучала политику с узким направлением, повторяюсь, восстановление и помощь постконфликтных стран. Это то, что и в колледже, и с преподавателей, каждый человек, который может подтвердить информацию, чем она занималась. И то психологическое заключение, то, что она делала, оно все есть как бы в учебной программе, все это как бы нам всем доступно. Потом хочу примерно, Руслан, дать понять людям, вот много вопросов идут о деньгах, все равно, хочешь, не хочешь, затягивать все, что связано с этими деньгами. Суд 8 недель, который у нас прошел в Лондоне, он обошелся бюджету налогоплательщикам 1,6 миллионов фунтов. Это просто один суд. Потом следствие, которое проходило 2 года, туда были вовлечены, я сейчас эти вещи все узнал, были вовлечены где-то 15-12 организаций, Руслан, которые участвуют в разных видах, там консультант, эксперт, это чисто такая коррупционные такие схемы, просто воздух гоняют и бешеные просто вот это следствие 2 года, вот все эти организации с бюджета вытащили в пределах, я не знаю, 4 миллионов, 5 миллионов и, может быть, до 27 миллионов фунтов стерлингов, в зависимости от тяжести дела. А наше дело это, да, не дело там, не знаю, амиров, каких-то организаций, но тем не менее не выше среднего уровня, даже так скажем. Это то, что и наши адвокаты оценивают. Поэтому это в пределах 4-5 миллионов может стоить просто вот это дело, следствие, которое они проводили 2 года, и все люди, которые были вовлечены туда. Потом, вот эти 2 рейда, которые они устроили, это опять
ну, немало, ну, скорее всего, вопрос о десятках тысяч, я бы не сказал бы там сотни тысяч, ну, может, сотка есть, и примерно вот такой расход обходится бюджету, вот эти два просто рейда, которые, штурма, похищения, которые они устроили в наш дом. И вот когда они все это устраивали, и тогда у них на руках все, что они могли предъявить, все, что это видеоролик 16-летней девчонки, который сохранился в телефоне. Да, он был запрещенный, нежелательный ролик, но он был в свободном доступе, люди его распространяют, люди его смотрят, как бы нету под запретом. Заголовка тоже такая двусмысленная поставлена специально, чтобы внимание обратить, но не открыла, не распространила и никакой ответственности за этот ролик как бы надеемся, что не будет нести. Вот смотри, вот суд по 1,6 миллионов, следствие это 4-5 миллионов, наши адвокаты это в пределах 500-600 тысяч вырисовывается цифра. Наш главный один баристер, который в суде выступал, вот примерно его дневная ставка это 2-2,5 тысячи фунтов. У нас 2 бариста выступало, еще было 2 адвоката. Если общую 8 месяцев, если выложить всю их работу, это сотни тысяч фунтов. Потом их адвокаты и тому подобное, вот все их приезды, уезды, на все это списывается бешеные бабки, я не знаю, сколько там чего, но в итоге у нас вырисовывается предел 6, 7, 8, и по тем цифрам, которые у них на сайте официально по статистике находятся, может доходить и до десятки миллионов. Мы просто берем самый такой минимальный, везде стараемся брать цифры минимальные, а могут быть доходить и до десятки миллионов. Вот что заплатили граждане Англии, когда все говорят, о, сколько тебя Англия кормила и тому подобное. Вот это тоже хороший такой момент. За то, что 6,5 лет не было ответа на мое пребывание в Великобритании, на мою просьбу предоставить мне убежище, за эти 6,5 лет, когда мы получили статус, кстати, везде опубликовано, что мы являемся асайлемы, мы 6 лет уже не асайлемы, мы уже не беженцы 6 лет. 6 лет назад, когда нам дали статус, мы стали рефьюджерами. Еще год назад нам дали indefinite, мы теперь и вообще нигде как беженцы давно нету, с нами не связана эта тема вообще, чтобы ты понимал. Просто наше видео было давно раньше написано, и тогда не было у меня решения по indefinite, вот это последнему статусу. А indefinite это через год ты можешь подать на гражданство, на паспорт. У нас прошло уже 8-9 месяцев, и через несколько месяцев надо сдать по истории, по языку экзамены и подавать на гражданство. И вот смотри, вот 6 лет, которые мы прожили незаконно, хотя по закону Великобритании они должны были принять решение в течение 6 месяцев, но им потребовалось 6,5 лет. И моральный ущерб для моих детей, то, что им пришлось прожить в этом униженном положении на 5 фунтов в день в течение 6 лет, полагалось около 40 тысяч компенсации морального ущерба. Понимаешь? Они туда-сюда сделали все мошеннические движения, в итоге отказались вообще нам платить. И типа у нас есть все эти доказательства, все эти переписки. Нам пришло письмо, что эти деньги пошли за счет тех денег, на которые они нас кормили за эти 6 лет. Понимаешь? И в итоге даже за те 6 лет, которые незаконно заставили в таком положении нас продеть, ни один человек, ни одного слова, ни извинения не сказал бы, и ни одного суммы, ни одной копейки, ни компенсации. Это была компенсация для детей, а не родителей даже. Это отдельно как бы для детей было, и они забрали у детей эти же даже деньги. Когда мне говорят, на что ты кормишь, даже в лучшем случае, когда тебя кормят, это в год 20-30 тысяч фунтов в год. Мы сейчас говорим о десятках миллионов, которые эти люди списали
ради того, что пытаясь подставить это ребенке на ее имени, за счет этого дела эти люди списали там десятки миллионов, кто-то пытается какие-то погоны себе повесить и тому подобное. И когда из 5 пунктов выдвинул нам, мы в пух и прах разбили все их выводы, и последний пункт, который у нас оставался, они сами захотели, отказались от дальнейшего суда и отказались от дальнейших претензий по этому пункту. И вообще сейчас суд остановили. И единственное, мы сейчас ждем решения по этому единственному видео, который сохранился у него в телефоне. И вот на этой лжи эти люди создали вот такую тему. Вчера пришло письмо от работы, где Жамила училась, а сегодня пришло и от колледжа, и с работы убрали человека, и с колледжа убрали. И с работы незаконно убрали по законам Великобритании, и с колледжа незаконно уволили не по законам Великобритании. Пока в 7 марта не прошел суд и не было вынесено решение, никто не имели права ее ни с работы увольнять, ни с колледжа увольнять. Тем не менее, уволили. И вот, заставив всю нашу семью, 6 человек, ломая все наши жизни, ломая все наши экономические, умственные, все наше развитие, все наше здоровье и тому подобное, эти люди, потратив столько денег, вся эта тема произошла из-за ролика, который сохранился у 16-летнего ребенка в телефоне. Как я говорю, мы легализовались давно уже в этой стране, являемся на статус indefinite, это как бы я некоторые моменты пытаюсь... ПМЖ это, да? Да, это да, постоянное место жительства уже. У меня был разговор с этой, даже вот с Кавказ Реали и тому подобное. Руслан, давай я тогда сперва хочу все-таки зачитать, если вы мне позволите, буквально 3-4 минуты, я думаю. Это главная новость, источник всех новостей. Вот этот Да, же первоисточник. телеграф, да, первоисточник как бы. В Британии учительницу, уроженку Чечни, признали виновной в призывах к насилию. Я 20 лет не жил в России, и за мой русский не надо цепляться за это. На основании решения Центрального уголовного суда Лондона Олд Бейли приговор виновный будет вынесен или посажена 7 марта текущего года. Уроженка Чечни Джамиля Тимаева признана виновной в Великобритании в распространении видеороликов с призывами к совершению насилия. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на решение лондонского суда. Приговор 20-летней Тимаева ожидается 7 марта. По данным издания, ее задержали в октябре 2022 года в аэропорту Лондона Хитру перед вылетом в Турцию. Как сообщает газета, Тимаева работала преподавателем в исламской школе, где обучала детей основам джихада. В частности, она демонстрировала ученикам видео призыв для верующих созданное запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство». В этом ролике содержались подстрекательства к совершению нападений с использованием огнестрельного и холодного оружия, а также поджогов зданий, лесных массивов и сельхозугодий. Женщина отрицает все предъявленные ей обвинения. Однако суд снял с нее 3 обвинения распространения экстремистских материалов за период с октября 2022 года по март 2023 год. Вот типа она оправдана, типа вот на такой срок, типа когда-то что-то, типа она... Тимаева прибыла в Великобританию в 2013 году со своей семьей в статусе беженцев из Чечни после отказа Швейцарии и Люксембурга предоставить им убежище. 6 лет семья проживала в Кардифе, в Уэльсе. В 2019 году 7 членов семьи предоставили статус беженца и переселились в Виндзор. На судебном заседании Тимаева рассказала, что религия играет важную роль в ее жизни, и в возрасте 12 лет она полностью выучила Коран.
В ходе распространения стало известно, что у женщины на мобильном устройстве хранилось свыше 5000 видеозаписей, значительная часть которых призывала к насилию против неверующих и евреев. Издание отмечает, что Тимаева занимала должность старшего преподавателя в ассоциации мусульман Виндзора. Планировала, что вскоре она начнет вести занятия в воскресной исламской образовательной школе города Мейданхай. И как я в первом видео, когда мы начали говорить, то, что я говорил, видеоролик, который, то, что просто сохранилось, это все обвинения, то, что против нее есть, вот, из 5000 видео, значительная часть которой призывала к насилию против неверующих и евреев. Примерно говорю. Из 5000 видео, просто чтобы что-то можно было бы сказать о запрещенности, было найдено только одно видео. И даже не было, и по всем пунктам, которые сейчас здесь они говорят, что она в мечети где-то на уроках призывала, как они говорят, призыв неверующих, обучала детей основам джихада. Вот эта книга, это из-за книги, которая типа мечети преподается, когда по этой книге 12 присяжных единогласно приняли решение, что на этом книге нет ничего о джихаде, не призывающем, ни насилию, ничему плохому, и что эта книга нормальному, она сейчас стоит 6,45, и любой человек сейчас может ее заказать на их сайте без всяких проблем. И я опять повторяюсь, почему я говорил, что имам в ответе, администрация в ответе и мечеть в ответе, поскольку эта книга, есть записи, это все было показано в суде, где Джамиля по WhatsApp провела переписку с этим имамом, где он говорит, она посылает ссылку, он соглашается с этой книгой, что она интересна, красиво, там действительно красиво, я тебе тоже, по-моему, скидывал, Руслан, эту фотку этой книги, она сразу так, да, впечатляющая, такая интересная. Да, Джамиля, заказывай 70 книг, я тебе пришлю деньги, он присылает ей деньги, она оплачивает эти деньги, заказывает, и эти книги привозит тебе на адрес. И все эти 70 книг этот имам берет и раздает по 10 книг на 7 преподавателей в этом мечети. Понимаешь, Руслан? Вот пока все эти книги не были собраны, убраны типа под полку, все эти книги, теперь они могут их вытащить с этой подполки, и теперь нормально могут дальше пользоваться. Все эти действия имам отказался сотрудничать с полицией, и все это сослал на ответственность Джамиля и ушел в сторону. И, хотя минимум то участие, которое, по-моему, этот имам должен был принять, предоставить эксперта и дать заключение, что эта книга не является призывающим или учащимся, как они говорят, обучала основам джихада для детей, что там не учат основам джихада, а учат основам 5 столпов ислама примерно. Вот такая как бы ложь понеслась, а то, что это перешло, как я уже говорил, Кавказский узел, Кавказ Реали, и там несколько, ну, по минимум больше 10 еще русских таких разных каналов. Вот этим людям, Руслан, что я по твоему разрешению пару слов скажу я всем этим людям, чувакам, которые называют себя журналистами. У меня был разговор с этой журналисткой с Кавказ Реали, которую она написала, когда я таким тонким намеком говорю, зачем подобную ложь становиться в толпу, которая пропагандирует информационный террор против этого ребенка, зачем это делать? Она мне говорит, я готова что-то поменять или опубликовать ваше видение, если вы мне предоставите доказательства со своей стороны. Я ей задаю вопрос, а вы у кого-нибудь просили доказательства? Ваше доказательство – это то, что написала ТАСС или The Telegraph, который уже все люди здесь смеются. Это давно стало такой дешевой желтой прессой. Это чисто коммерческая
такая чисто рекламная организация, которая не брезгает ничем, разве ради Мгм. новостей публикует что угодно. Я, увидев те новости, где журналисты BBC до 10 человек хвалились, что были сотрудниками разных спецслужб разных стран, включая главным из них, я ни процента не сомневаюсь, человек, который первый источник The Telegraph и Daily Mail, которые выпустили, что эти люди являются сотрудниками антиорганизации, которая называется антитеррором. Примерно. У меня другого никакого объяснения нету. Эти люди опубликовали, что ее приняли виновной во всех тех преступлениях, которые первые антитеррор, это организация, которая выдвинула против дочери. Но они пропустили упомянуть, что 98% и всех этих обвинений все было отвергнуто всеми 12 присяжными, единогласными решениями. Все, что они выдвинули, что все это оказалось фейком. И люди, которые занимаются подобными фейками, тех же русских, английских, разницы нет. Вот у меня дочь занималась, пыталась по этой по этой специализации работать и тому подобное. Вот теперь видя, я не знаю, это какие-то дешевые боты, тролли, я не знаю, как называют, примерно, вот я слышал такими словами, кого называют, вот, если сравнивать только с такими подобными существами, претендовать на честь называться журналистами, ни один человек из подобных описавших, распространивших эту нечисть, ни один человек не имеет себе права. По воле Аллаха, иншаллах, у меня всегда есть надежда только на Него. Я не сомневаюсь, что справедливость восторжествуется, и что эти люди в том мире однозначно за это заплатят, а я им этого не прощу. Ни чести, ничего, что они сделали против моей дочери, я ни один их грех никому им не прошу. Ну, я еще приложу все усилия, чтобы они и в этом мире за это ответили, и чтобы именно эта карьера для этих людей должна была быть прекращена, запретна, они не имеют права публиковаться подобные люди. А те последствия, которые мы сейчас понесли за все это, Руслан, мы сейчас ищем одних адвокатов, которые будут работать из-за того, что ее с работы уволили, с колледжа Мгм. уволили. Потом нам нужны другие адвокаты по СМИ работать, потом нам нужны другие адвокаты против social-воркеров работать, по детям, что они пытались. Я напомню еще раз, на моего младшего сына было совершено нападение после того, как Джамилю похитили в первый раз, как приходя домой, и когда они меня, нарушая все мои права, то, что прописаны во всем международным законах Великобритании, на силу вытащили на улицу, поставив свидетелем всех родителей, всех детей, в которых учатся мои дети, поставив меня под стволами, начиная шмонать мои машины незаконным способом. Они не имели права дотрагиваться до моей машины, выставив нас всю семью за семью террористов. И после этого на 8-летнего сына было совершено нападение 4 его ровесниками, хотя все они еще были и старше его, в его же школе, называя его ублюдком, не ублюдком, террористом, животным, вас нужно убивать, вас нужно и тому подобное. Через несколько месяцев старшему сыну один черный на весь коридор в его школе начал кричать, что Джамал террорист, семья Джамала террористы и тому подобное. Понимаешь, наказали, и за это наказали Джамала, моего сына. А черного отстранили на 2 дня от школы, а Джамалу назначили психолога и тому подобное, и начали мучить дальше моего сына. Понимаешь? Это все юридические факты, и никуда эти люди сейчас от этого не денутся. И ту лживую, просто лицемерные характеристики, которые выдала школа, где, девочковая школа, где Джамиля закончила, и колледж, то участие, которое они приняли, я их выложу всех на чистую воду. Вот я, Аллахи, Аллах видит, Руслан, я еще раз дал бы остановиться в своей левой стороне, чтобы не оказаться сейчас в подобном ситуации, чтобы на публику не обсуждать ни свою дочь, ни свою семью. И
свою личную жизнь, чтобы не обсуждать, примерно. Но эти люди вынуждают, они не дают ни спуска, ни права, ничего. Ты просто молчи нафиг, а мы свою работу сделаем и отработаем свои 30 серебряников, а ты просто, извини, чувак, ничего личного, just business, понимаешь? Не, и вот поэтому как бы все очень трудно, Руслан, валлай, мы сейчас очень, реально очень в больших проблемах, в трудностях. Почему это говорю? Вот все шаги, которые они предпринимали, это предпринимается не просто так. Не просто так были забраны мои рабочие телефоны, мой рабочий ноутбук. Не просто так доступы. Вот когда они их забрали, вот первые там, полгода штрафы, которые я получил, Руслан, я потратил следующие полгода, пытаясь выровнять. Я просто у меня не было доступа информации, кому, что я вообще должен, за что я плачу, что я должен, что я просрачиваю. Ни на e-mail, ни на что. Просто. Меня просто все забрали в один день, у тебя целая жизнь идет, и все останавливается, понимаешь? И чтобы в Великобритании такие вещи, вот, любой за плавание сегодня не заплатил, завтра он приходит, еще 50% сверху добавляет. Примерно я говорю. То, что они делали, я к чему говорю, я тут не о деньгах рассуждаю, а рассуждаю о системе, а как они действуют и как они просто сбивает тебя со всех ног, чтобы, вот я поэтому говорю, мы сегодня пришли к финишу, я выиграл этот суд, по воле Аллаха, мы выиграли этот суд, мы разгромили их просто невозможным, не знаю, одно случай на 10 тысяч, на 100 тысяч, на миллион, вот пускай попробует кто-нибудь в последнее время привести подобный пример, как их вот так разгромили. Разгромили их, если они говорят азулянты, их разгромили тогда азулянты, их разгромили чеченские азулянты, если на то пошло. Примерно. Они не с Хамасом воевали, не с другими воевали, просто с одной чеченской и не справились с этой. Понимаешь? Истина Аллаха, ты сколько не гаси ее просто неизбежно. А Аллах видит наши намерения, Аллах, Билай, Талай, и кроме как с именем Аллаха ничего не было начато, и ничего не делается, и не будет делаться. Примерно я говорю. Поэтому я всю жизнь, у меня даже те проблемы, которые в обществе, везде, где какие-то могли бы возникать, Руслан, это в большинстве из-за того, что я никогда не был ни подлизой, не подстраивался, не подлизывался, не просился, не напрашивался и тому подобное. У меня всегда было свое мнение, и как бы я за него стоял и готов отстаивать его. И то, что там, Руслан, я много так пронесся. Вот примерно вот такая ситуация сейчас. Суд, как я опять вот подытожим примерно, вот, подводя какие-то итоги, мы понимаем, что суд остался. То, что должно быть еще судом, последнее слово сказано, это единственное обвинение, где сохранился видеоролик на ее телефоне. 7 марта мы должны получить на него ответ. И поскольку это видео сохранилось даже не 17 лет, когда ей было, оказывается, когда ее первое задерживали, это в 17 лет было, а телефон был сохранен еще когда ей 16 лет было. И никакой уголовной ответственности в нормальном случае она не подлежит. И единственное то, что виновна, вот получается вся эта задача, вот сказать, что она виновна, она была сделана именно принеся жертву для того, чтобы опубликовать вот в таком виде вот такие новости и сказать вам, что она была обвинена, признана виновной по всем грехам тем, что они первый раз ей выдвинули. Хотя все, повторюсь, 98% от всего она была очищена. А то, что сегодня происходит, мы еще как бы на финише не пришли, до каких грубостей, до каких, куда дальше все эти новости сейчас доведут всех их фантазий, мы еще проследим, мы еще этого поймем. Пока эти люди
просто совершили информационный, физический, моральный, психологический террор, террористические акты над нашей семьей. Каждый человек, кто привязан к распространению подобных новостей, я не знаю по-другому, как их обвинить. Если вот это не информационный террор, что это, тогда я прошу кого-то мне попытаться объяснить, что такое информационный террор. Используя главные СМИ этой страны, используя судебную систему этой страны и тому подобное. Ну что ж, Александр, достаточно исчерпывающе. Я бы хотел, чтобы наши зрители обратили особое внимание, как действительно создается общественное мнение через средства массовой информации, и белое преподносится черным демонстративно, хотя мы знаем, и вот есть судебное решение, как все было, но они пытаются вот выдать свою картину, свое представление и навязать это людям, и, как уже Александр сказал, это вот сказывается на его семье, потому что на детей набрасываются, то есть сознательно идет нагнетание истерии, террор психологический, информационный. Руслан, чуть ли, извиняюсь, перебиваю, чуть ли не на мапе наш дом уже показан всем нацистам, маньякам, убийцам, террористам, исламофобам, всяким нездоровым людям, которые находятся в обществе. Настолько они это распространили, настолько они поставили под угрозу жизни людей, существования, выход. После всего этого, с какой долей вероятности я сейчас могу нормально заснуть у себя дома? Вот примерно, пускай каждый отец подумает, находясь у себя дома, младшему 3-4 месяца ребенку, старшая дочь, примерно 4 дома детей, и призвать. Мы видели, что в Англии на исламофобии, как народ восстает, мы это сейчас недавно стали свидетелями. И в такой среде обвинить этого ребенка вот в таких грехах, о призывах, о воспитании джихадистов и тому подобное, километр от замка короля, даже направление в сторону Лонгвока, там парка, куда надо идти, чтобы нас поджидать и тому подобное. Понимаешь, под что мы сегодня находимся, я не знаю, если вот этот не фронт, я не знаю, где этот фронт должен быть. Для нас он не заканчивается, Руслан, валай, не заканчивается. Ну, пусть Всевышний, да, пусть Всевышний поможет, мы надеемся, что удастся наказать виновных, удастся предотвратить эту атаку серьезнейшую, потому что, как мы понимаем, судебными вопросами это только не заканчивается, есть огромное количество вот этих вот последствий, да, которые вот еще придется, судя по всему, расхлебывать. Но мы сказали, что это какая-то подытоживающая передача, но я думаю, что если дальше будет продолжение, если вы, как я вот задавал до этого вопросы, насколько вы готовы дальше и идти путем юридической защиты и призвать этих людей к ответу, если таковой будет, то мы тоже, соответственно, будем подключаться и освещать. Я честно скажу, Руслан, это больше сейчас зависит от нашего всего общества, даже не настолько от меня, Руслан. Я честно скажу, я знаю, что для этого требуется. У меня есть 90% подготовлен всего материала. У меня есть все практически настолько, 5 раз, грубо говоря, я удешевил все это дело, чтобы защитить себя, примерно я говорю. Но и опять даже удешевляя его 5 раз, это не дешевое удовольствие, это будет нелегко. У меня этих средств нету. Я поэтому говорю, вот после всего эти люди превратили, вот я не оплатил за последний квартал налоги, Руслан, вот честно скажу, я не заплатил даже налоги. Вот в итоге налогоплательщего человека, у которого в плече вот стоит вот такие 2 шурупа, Руслан, когда я мог все эти годы просто сидеть, валяться на их иждивении, я с этими шурупами в руке делал сам физические работы, из-за этого
Я 2 года назад получил травму серьезную руки, у меня там стоят вот такие 2 шурупа примерно. Я после этого не пошел на джоб-центр, на их содержание на этого государства. Нет, я через 3 месяца сам вышел на работу, физически начал работать, а это именно то время, когда они начали все эти штурмы и тому подобное. А через 3 месяца я опять поранил руку из-за того, что я работал. Мне сейчас 3 месяца назад опять провели вторую операцию на эту руку. На эту руку, примерно я тебе говорю. Я сейчас нахожусь в этом положении. И я по сегодняшний день не на их иждивении, а тем завистникам есть такие, меня очень задевает, когда именно вопрос о деньгах заводят, не остальное как бы все бару-бир. Я никогда свою честь, свою свободу, вот это именно попытка быть свободным, Руслан. Это именно вот все, что я делаю, вот с такой травмой, стоя и делая физические работы, строя крыши, стройки и тому подобное, это чисто бы не пойти под их давление, под их унижение, не ходить в их организации и не выпрашивать у них эти копейки. Я готов, рискуя свое здоровье, я отрисковался, поэтому пришлось и вторую операцию сейчас делать, и в лучшем положении. Примерно я тебе говорю. Вот чего они добились в итоге за ролика 16-летнего ребенка, в который сохранился, вот вся образование, вся наша жизнь, вот сегодня ее из работы уволили, из колледжа уволили, тут чему они превратили жизнь 6 людей, Руслан. Потратив на это, подытожим, последнее слово еще, самый минимум, если брать 5, 6, 7 миллионов фунтов стерлингов, Руслан. Монстры, конечно, и вдвойне тяжело осознавать, что вы сопротивляетесь фактически одни против этой системы, и поэтому мы просим наших зрителей, людей, чтобы они поддерживали морально, молитвами, ну и как-то другими средствами, если такая надобность будет, потому что в конечном итоге на этом месте может оказаться каждый. Здесь, как говорится, сами видите, семья жила, и вот раз какой-то там сволочь решил сделать на этом карьеру, или же из каких-то своих психологических проблем решил отыграться. И вот мы свидетели всей той драмы, которая сейчас происходит. Спасибо тебе, Алихан. Будем держать Руслан, ты единственный наш голос. Чтобы ты понимал, ты единственный наш голос. Не забывай про это. Я-то сижу просто, так сказать, модерирую, больше как бы от меня большой. Я реально говорю. И вот вы сейчас примерно, и остальным зрителям вот призываю задуматься. Вот сейчас не оказался бы ты сейчас, Руслан, что я сейчас сделал бы? А я обращался 20, 30, 40, не знаю, счета их и тому подобное, примерно. Вот что бы я сейчас сделал бы? И вот так тихо, молча они просто загасили бы нас. Понимаешь? Да, и потом еще, может, и признали бы психическим ненормальным, еще каким-то придурком, не придурком, опасным, тому подобное, еще какую-то пару уколов садили бы и где-то в какой-то психушке закрыли бы. Примерно я говорю. Поэтому мы, брат, и говорим, да. Поэтому и говорим, что если мы сами себе не будем помогать, дорогие друзья, если не будем помогать общественным движениям, СМИ, адвокатам, которые занимаются такими вопросами, да, кто будет этим заниматься? Вы пойдете, мы смотрим, постоянно говорим, у либералов, вот, тоже в Европе я живу, да, у них все ништяк. В России мы жили то же самое. За каждого из них там встает СМИ, там адвокаты, общественники, ну ты знаешь, депутаты. Когда наших по беспределу мочат, хоть бы один что-нибудь сказал. Ну, это всегда так, к сожалению. Руслан, эти же люди по сегодняшний день, вот пользуясь случаем, даже приведу пример, иншалла, это тоже будет, Руслан, на пользу. Вот я по себе просто знаю, вот по чеченской теме сейчас на 31 декабря были сняты, не знаю, там десятков фильмов всеми Ходорковским, как его, Варламов, не Варламов, очень такие много фильмов было снято. Вот я сейчас привел разницу той лжи, которая объявлена против нас сегодня здесь. Валлахи, ты не сможешь найти ни 1% различия между их всей лжи. А я просмотрел всех практически, все, что я мог встретить последнее. Вот полная такая же ложь. Все, что эти люди сами делают, они пытаются навязать
эти ярлыки на нас, что это мы делаем. Именно Ну, те вещи, которые они сами делают. один фильм мы так разобрали с Русланом Кутаевым про чеченское вида. Он же там разложил все как есть. Как раз фильм был снят у Ходорковского. То есть ложь на лжи, то есть якобы там миллиарды крутили чеченцы. И эти же люди, хотя эти деньги раздербанивали, а потом на чеченцев просто свалили. И все. И до сих пор Просто они должны спустя 30 понимать, лет продолжают врать. 30 да, лет мы прошло. должны понимать, что они не остановились. Даже если мы хотим остановиться, они не прекращают на нас нападать, они не оставят нас в покое. Они вот то, что они сделали с нашим поколением, до моего поколения, как они нас с 10 до 60 лет объявили на весь мир террористами, которых можно уничтожать там, где ты их находишь, не хочу подробно в каких местах. Та же самая пропаганда эти люди сегодня делают против наших детей здесь, в Европе. И пока всем это относится не только к одним чеченцам, это относится ко всем мусульманам. Любой человек, который вот ту ненависть, которую русские, особенно находящиеся здесь, даже в Великобритании, ту ненависть к исламу, которую они проявляют здесь, это просто зашкаливает. Это ни один английский нацист, ты не услышишь то, что ты можешь прочитать в русских группах, или живущих здесь, в Англии. Это настолько, я не знаю, как бы они не останавливаются. Что я хочу сказать, у нас хотя бы, мы не собираемся на кого-то нападать, кому-то угрожать, но мы хотя бы защититься-то должны, мы свою защиту, какое-то слово чести иметь-то должны мы в конце концов. Да, ну, как сказано в Коране, не слабейте. Не слабейте. Поэтому это призыв непосредственно Всевышнего, дорогие друзья, и будем верны этому. Так что это должен кейс стать для нас большим уроком и большим напоминанием о том, что или мы как единое целое, или если мы разрознены, тогда по каждому из нас пройдутся как по мелкому камешку. Спасибо, Алихан. Всего доброго. Салам алейкум. Спасибо вам. Салам алейкум.